Как пожилым людям и инвалидам из отдаленных деревень и поселков добраться в центр соцзащиты или в больницу, если редко ходят автобусы или вообще не ходят? Может ли соцзащита в этом помочь? Организовать регулярное сообщение, наверное, силами соцзащиты мы не сможем. Мы сможем обязательно помочь кому? Людям, которые старше 65 лет, наша целевая аудитория, люди с инвалидностью. Конечно же, такую работу мы ведем. Можно обратиться, вот если это сельского поселения, например, человек обращается, который хочет доехать до районного центра, либо до города. Как правило, есть специалист по социальной работе в такой территории. К нему можно обратиться, оставить заявку о том, что мне необходимо куда поехать. Но у нас две точки, как правило, это организация социального обслуживания, то есть в соцзащиту можно, в соцобслуживание и в медицинскую организацию. Ну, понятно, если уже человек будет, если группа организована людей, либо человека повезут, конечно же, можно будет зайти в те места, куда еще хотелось бы, там, в магазин, в банк, в другие организации. Такую помощь мы оказываем. Если нет специалиста по социальной работе в территории, надо звонить в соцзащиту, городскую, районную, сказать о том, что есть такая необходимость, и мы такую помощь организуем. Такая помощь уже предоставляется как минимум с 2019 года, когда нацпроект «Демография» нам позволил приобрести ряд автомобилей для сельских территорий. В этом году тоже с этой же целью мы приобрели еще 5 новых автомобилей, таких полноприводных, которые могут в труднодоступные населенные пункты выезжать и которые оборудованы электрическим подъемником для людей, если это маломобильные граждане на коляске, предположим. Это во всех районах доступно? Это доступно практически во всех районах. Я даже их не буду перечислять. Мы только обновляем автопарк, который вот необходимо закупить для именно таких труднодоступных населенных пунктов. Сегодня эта услуга доступна везде. Другой вопрос, какой есть автомобиль в том или ином центре соцзащиты.